Дорогие, я хочу поделиться с вами священным посланием. Добро пожаловать в новый раздел нашего канала, где мы проповедуем послание Божие. Здесь они узнают, как вера может стать мощным помощником в поисках большего изобилия и счастья под руководством Бога. Если Бог с тобой, все твои мечты сбудутся и все твои желания исполнятся. Внимательно слушайте Слово Божие и посмотрите конец видео, чтобы услышать конкретную презентацию. Они пришли сюда не случайно. Подпишитесь на наш канал и поделитесь этим видео со своими близкими. Будьте здоровы! Так что вперед и наслаждайтесь этим божественным вдохновением. Теперь нет необходимости плакать или напрягаться ни дома, ни в жизни. Я хочу утешить тебя, потому что мир рядом с тобой. Слушай меня каждое утро. Он успокаивает ум, приносит баланс и мир и меняет образ мышления. С этого момента я буду у тебя дома. Пусть ваша семья будет наполнена гармонией, дружбой, любовью и счастьем. Я люблю тебя и хочу в тебя верить. Страдания, которые вы сейчас испытываете, скоро закончатся. Просьбы о благословениях не поступали. Я всегда буду с тобой, присматривая за тобой и защищая тебя. Вы не одиноки. Вы скоро поймете, что я имею в виду. Слова смелости и силы, которые я тебе дарю, обязательно сбудутся. Когда у вас получится, не сдавайтесь. Проиграть, преодолеть проблемы, которые вас беспокоят. Из стены противостояния и борьбы возникнет нечто чудесное, что наполнит вас радостью. Ваши отношения, как и многие другие, улучшатся, и вы сможете отпраздновать их развитие вместе со своей семьей. Ваше терпение и настойчивость в молитве – залог успеха. Что негативного, что заставляет вас подвергать сомнению свои слова, что заставляет вас забывать ценность и цель жизни? Отделись от друзей, которые мешают тебе доверять мне. Многие люди пытаются завоевать доверие улыбкой, но не действуют искренне. Мои слова – правда, поэтому заранее предупреждаю, чтобы вы не обманывались другими словами. Ты этого стоишь. Я скажу это 1000 раз. Я никогда не оставлю тебя, и правда в том, что моя любовь к тебе растет с каждым днем. Много благословений вам. Проблема, с которой вы столкнулись сейчас, скоро разрешится. Грех скоро закончится. Вы должны сохранить свою веру. Я надеюсь, что ваша семья объединена любовью. Я восстановлю утраченное и проявлю милость и благословение. Тем, кто сомневается в вашей вере, я хочу, чтобы вы знали, наш Отец действительно любит вас. Если ты волнуешься, я позабочусь об этом. Если вы о чем-то беспокоитесь, возьмите ситуацию под контроль. Мы поможем вам, когда вам это понадобится. Я сделаю все возможное, чтобы поддержать вас, вашу семью, ваших детей и внуков. Не бойся, мой дорогой сын. Я на твоей стороне. Я высшее утешение от вашей физической и душевной боли. Я прошу вашей веры, честности, послушания, терпения и уверенности в моих словах и характере. Пожалуйста, исполните мои просьбы, поверьте мне, выслушайте меня, будьте терпеливы со мной. Не беспокойтесь о будущем. Послушай меня и поверь мне полностью. Есть причина, по которой я ваш Отец и ваш Бог.
позволяйте времени, которое вы тратите каждый день, взять над вами верх. Решив не доверять мне и заставляя себя беспокоиться, вы умаляете мою любовь и вредите моей душе и телу. Я понимаю, что иногда тебе скучно, глупо и злишься. Но я здесь не для того, чтобы судить вас. Помни, я всегда был твоим другом. Я приготовлю трапезу перед вашими врагами и прославлю ее перед вашими родственниками и друзьями. Я отвезу тебя в место, где ты никогда не был. Многие люди узнали от меня благодаря вашим свидетельствам и сообщениям. Вы собираетесь вступить в новую эпоху, полную чудес и чудес. Вы чудесным образом встретите всех, кого любите. Будьте готовы к этой новой жизни. Тихо и смиренно примите благословения, которые вас ждут. Не забывайте тех, кто защищает ваше сердце и благословляет вас. Пожалуйста, уделяйте мне время каждый день. Найди мое лицо и исцели свою душу. Приготовьтесь к веселью. Ты мне нравишься. Скажи мне честно, что ты мне доверяешь. Подойди ко мне и возьми меня за руку. Приходите ко мне и наслаждайтесь тем, что я говорю. Сегодня я прошу вас следовать за мной со смирением и идти умело и неустанно. Вы обнаружите, что ваше благословение ближе, чем вы думаете. Если впустить в себя свою душу, она будет счастлива. Знайте, что есть причина, по которой вы плачете. Но тебе не обязательно, я с тобой. Я буду заботиться о тебе и твоей семье, и вскоре ты почувствуешь тепло моей любви. Я хочу вести вас по пути мира. Я хочу освободить тебя от этого ужасного груза страха и тревоги, который иногда тебя окружает. У вас больше не будет страхов, мыслей, боли и печали, которые мучают вас по ночам и уничтожают волю к жизни. Это полезно для твоей души. Я сотворю чудо в твоей жизни и надеюсь, что ты поймешь мои желания. Мои слова не пустые слова. Я отправляю вам изменения. Откройте глаза новому дню и будьте готовы принять удивительные чудеса, которые вы увидите. Пожалуйста, остановите меня, особенно когда я иду по долине одиночества. Скажите своим врагам, что вы не пойдете один, ваш Отец пойдет с вами на небеса. Оно скоро появится. Я жду тебя. Если вы считаете, что сегодня идеальный день для начала, присоединяйтесь к нам. Ты будешь счастлив и наслаждаешься моей вечной любовью. Говори или напиши и скажи, что ты тоже меня любишь. Не беспокойтесь о будущем. Не беспокойтесь о прошлом. Верьте в меня и план вашей жизни. Вы сильнее, чем предполагал эльф. Вас ждет множество великих побед и благ, если вы будете полностью послушны своей воле. Вы будете поражены тем, что я могу сделать через вас. Я буду держать вас за руку и направлять вас с терпением и пониманием. Я не могу решить все проблемы в вашей жизни в одночасье, но у меня есть сила изменить мир и изменить вашу ситуацию так, как вы хотите. Не беспокойтесь о том, что произойдет. Кроме того, не спите в ситуациях, которые не произойдут. Если ты ищешь мира, я дам его тебе. Теперь расслабься. Если что-то пойдет не так или произойдет что-то неожиданное, вы знаете, что делать. Я защитил тебя. Пожалуйста, поверьте в мои добрые намерения.
Поднимите руки к небу и воззовите от всего сердца: «Боже, я слышу это слово веры. Мой ангел рад услышать Твое благословение». Когда Небесная Церковь запела: «Хвалите Господа, весь мир развалился». Все работники знают, что я покажу вам знамения и чудеса и отвечу на молитвы вашего сердца. Ради вашей чести и доверия я совершу великие дела в вашей жизни. Твоя дверь для меня открыта. Важно выразить свою благодарность от всего сердца. Приходите. Я вливаю свою душу в твою жизнь. Вы обретете силы, и я открою ваше духовное понимание и окружу вас благословениями. Я говорю о том, что если вы настолько отягощены своими проблемами, что не видите света, вас нужно закопать в землю. Когда вы срезаете мертвые ветки, вырастают новые корни. Я поместил вас в плодородную почву, чтобы вы могли жить и процветать. Я люблю тебя навсегда. У вас есть невероятная сила, позволяющая добиться большего, чем вы можете себе представить. Вы наполнены моим Святым Духом и любовью, превосходящей ваше воображение. Если вы хотите летать и осуществлять свои мечты, вы должны избавиться от всего, что вам мешает и ограничивает. Экономьте на второстепенных товарах, правах человека и необходимых, но бесполезных продуктах питания. Ничто в этом мире не может контролировать вашу жизнь. Ваше счастье не зависит от того, что у вас есть. Это правда, что для того, чтобы доставлять удовольствие другим, требуются материальные и духовные ресурсы. Но, как я уже сказал, не волнуйтесь. Поставь меня на первое место и отдай мне свою душу и сердце. Помолитесь всей семьей. Будьте честны и уважительны на рабочем месте. Я дам вам все, что вам нужно, без стресса, боли, сна, растерянности, борьбы и страха. Я благословляю вас за пределами вашего воображения. Делай, как я говорю, и слушай новости, и еще раз позвольте этому свету медленно и естественно войти в вашу душу. Я напишу свои мысли в твоем сердце и свои слова в твоем сердце. Подумайте хорошенько и уходите с дороги. Не тратьте свое время и энергию. Я хочу видеть тебя проснувшимся и готовым встать. Давайте научим этому мощному языку. Это часть процесса, поэтому, если у вас что-то не получится или потерпите неудачу, возвращайтесь. Не оглядывайтесь назад на то, что вы можете сделать сейчас. Сегодня жизнь может показаться занятой, но завтра будет легче. Продолжайте идти, пока не увидите красоту и надежду, скрытые в каждом новом начале. Я с тобой, я люблю тебя и буду направлять тебя на каждом этапе пути. Верьте в меня и мои способности, мечты, которые я посеял в вашей жизни, и дары и таланты, которые я вам дал. Пожалуйста, цените свою семью и людей, которые вас поддерживают. Это я подготовлю все для вашей пользы. Но вы благословляете все, а не только вещи. Я сделаю тебя оазисом в пустыне. Если вам нужны идеи, позвольте мне прийти к вам. Пожалуйста, примите эту любовь Бога. Это поможет решить любые возникающие проблемы. Вместо этого скажите: «Боже, я принимаю Твою любовь. Ты хочешь, чтобы я посмотрел на Тебя и поговорил со мной. Я пришел сюда сегодня, чтобы выразить свои надежды и мысли, потому что нам нужно знать, что правильный путь безопасен.
Для начала отделите свою душу от негативных мыслей. Простите меня. Больше не чувствуй себя одиноким. Я никогда не оставлю тебя. Держитесь подальше от людей, которые не верят в себя и не готовы вас слушать. Я согласился остаться. Если они решат не верить, не беспокойтесь об их неверии. Я вернулся. Я здесь. Поверьте и почувствуйте это. Я отец твоих мыслей и идей и никогда не оставлю тебя. Пожалуйста, подумайте об этом. Я пережил плохие дни, плохие времена и тяжелые ночи. Когда ты выиграл? Посмотрите в зеркало, прикоснитесь к своему лицу, почувствуйте себя. Живи сердцем, живи душой. Вы свободны думать и принимать решения. Даже если я что-то потеряю, это не изменит того факта, что я люблю тебя. Мои слова «я», «мне» и «ты» вас не разочаруют. Вы можете видеть, насколько это глубоко. Ты мне нравишься. Однажды ночью, вися на кресте, я закричал: «Все кончено». Это величайшее выражение бессмертной любви, любви, которую никто не может отнять или понять. Те, кто примет мою чистую любовь, преодолеют невзгоды. Он также очень прочен и не подвержен влиянию штормов и сильных ветров. Я знаю, что ты чувствуешь ко мне. Мои мысли с тобой завтра, сегодня и навсегда. Люби меня, люби меня, люби меня навсегда. Доверься мне сейчас и приди в мои объятия. Расскажите, пожалуйста, о проблеме, с которой вы столкнулись. Не теряйте веру. Пожалуйста, отнеситесь к моим словам серьезно и превзойдите их. Я всегда буду с тобой и никогда не оставлю тебя. Я люблю тебя, не бойся. Пожалуйста, не волнуйся. Помощь и поддержка упадут с неба, когда они вам понадобятся. Позже вы поймете, что вера в меня принесет много благословений и чудесных результатов. Вы войдете в период радости и счастья. Я сегодня здесь, я с тобой, и я позабочусь о тебе, и я позабочусь о тебе и о тебе. Я понимаю, что ты чувствуешь, и ты тоже человек, поэтому знаешь, что это правильно. У вас может быть много врагов, но величайший из них – любящий и верный Бог, живущий в вашем сердце. А теперь оставь это бремя мне и возложи к моим ногам. И я буду использовать свои слова и силу, чтобы превратить ваши мысли в великие благословения. Я уже говорил это раньше, но не хочу, чтобы вы это забыли. Я с тобой и всегда буду с тобой. Я никогда не оставлю тебя. Ты должен быть сильным. Помните, вы воин. Используйте все дары и оружие, которые я вам дал, чтобы завоевать территорию вокруг вас. Вы выигрываете сражения, уничтожаете препятствия и побеждаете врагов. Соблюдая мои слова, вы проявляете свою веру в духовные силы, которые вы не можете увидеть своими глазами. Если они увидят, что ты смелый и честный, они убегут из твоего дома, опасаясь меня. Но если вы будете тратить время на то, чтобы выражать страх, жаловаться на то, что происходит вокруг вас, злиться, когда что-то идет не так или оборудование не прибывает вовремя, плохие парни воспользуются случаем и будут ждать войны. Он был рядом с тобой, когда ты был слаб. Не волнуйтесь, берегите свое сердце и наполняйте его чистыми и красивыми словами.
Поверьте мне, не имеет значения, что вы видите. Не теряйте веру. Не используйте рот для выражения сомнений или жалоб. Не говорите плохо о любви Бога, который так заботится и любит вас. Сохраняйте свою веру, даже если вы слабы и терпите неудачу. Ибо если ты покаешься и отвернешься от своих грехов, мое прощение будет твоим. Если ты будешь стоять в моей тени, враг не сможет победить тебя. Слушайте, понимайте и учитесь. Я твой Бог и Спаситель, прощающий твои грехи и очищающий твою душу. Он помнит твоего Спасителя из глубины и принимает похвалу из твоих уст. Тогда вы поймете. Если вы опуститесь на колени и начнете говорить, это придаст вам сил. Я отнесу тебя в ветер и дождь, и когда подует ветер, ты будешь окружен моей любовью и защищен едой. Вы никогда не будете рабом надежды. Если ты расстроен и не можешь найти повода для ссоры, просто обними меня. Рассмотрим машинистку. Не оставляй меня и не стыдись своих страхов. На земле нет никого, кто любил бы тебя так сильно, как ты сам. Ничто не может спасти тебя от последствий твоих грехов, от жестоких оскорблений и насмешек со стороны ложных друзей, от оскорблений и упреков со стороны этих сильных людей. Вы являетесь частью одной семьи. Мы также можем помочь вам. Они могут напасть на тебя и попытаться уничтожить, но я воспитаю тебя как семью. Однажды они посмотрят на тебя и заплачут о том, что с тобой сделали. Мне жаль, что я любил меня, но я никогда не думал, что разобью чье-то сердце, поэтому, пожалуйста, позволь этому сердцу достичь меня. Тогда я оставлю тебя здесь и не заставлю тебя страдать. Сегодня твой день. Теперь просыпайтесь. Действуйте с верой. Вы и ваша семья будете обильно благословлены. Но нам нужно ваше мнение. Позвоните нам и позвольте нам выслушать и удовлетворить ваши потребности. Я могу говорить ртом, исцелять и облегчать боль руками. Вы верите, что я могу творить чудеса в вашей жизни? Я знаю, что могу доверять тебе, и ты можешь доверять мне. Чего бы ты ни попросил у меня, я дам тебе это. Я держу в руке открытую книгу и пишу на странице, что сегодня продлил свой контракт. Если ты решишь служить мне и поверишь в меня, я буду любить тебя и творить чудеса вместе с тобой. Он запечатал это моей жертвой и воскресением. Вы тот, кто докажет это. Давайте сделаем это с преданностью и любовью. Я даю безотзывное обещание. Ты всегда победишь в этой жизни. Вы преодолеете это препятствие со смирением и уверенностью. Я твой хозяин, а ты мой воин. Служите мне от всего сердца, и я вас не разочарую. Будьте осторожны, чтобы не ослабить бдительность. Я помогу тебе, пожалуйста. Подготовьте свое сердце и душу. Вы просите меня подумать и поверить, что у меня нет покоя. Но ты должен поверить и прийти ко мне. Мы поможем вам расслабиться, когда вам грустно. Не позволяйте стрессу повлиять на вашу уверенность и душевное спокойствие. Враг никогда не успокаивается, всегда пытается обмануть вас и расставить ловушки, чтобы вы потеряли веру и уверенность. Как всегда, когда ты спишь, я защищу тебя от твоих врагов.
Иногда вы можете чувствовать жестокость этой войны, но вы ведете большую войну, даже не подозревая об этом. Я буду сражаться за тебя на небесах. Мы боремся с нечистой силой и не позволяем злым духам, желающим навредить вам, приблизиться к вам. Вы благословлены и очень любимы. Ты победишь тех, кто против тебя, потому что ты веришь в меня. Я ваш Небесный Отец, всемогущий и могучий. Не думайте, что проблема больше или серьезнее, чем вы. Не позволяйте проблемам утомлять вас. Не паникуйте, если вам угрожают или на вас кричат. Чтобы любить и заботиться о себе, своей семье и всей семье, вы не должны делать ничего идеального или делать что-то неправильное. Вскоре враг нападет на вас ложью, ложными обещаниями, психологическими проблемами, ложными обвинениями и т.д. Я защищу вас от злонамеренных атак и позволю выйти из этой ситуации. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на своих слабостях, ошибках и недостатках, помните, что мои слова дадут вам победу, компенсируют ваши страдания, вознаградят ваше мужество и дадут вам венец в жизни. У вас много благословений, и вы должны принять их и поверить в них. Скажите устами и сердцем: если бы я не оставил тебя вчера, я бы не оставил тебя сегодня. В хорошие и плохие времена, в хорошие и плохие времена я всегда с тобой. Я не отверг тебя, я не забыл тебя. Если вы чувствуете, что ваша уверенность падает, наберитесь терпения. Произнеси свои слова вслух и знай, что бы ты ни делал, я буду с тобой до конца дня. Это в моих руках. Пожалуйста, будьте добры. Не удивляйтесь, если вы заслуживаете больше благословений. Верьте в меня, и вы будете благословлены мной. Это отличный подарок для себя, а также отличный предмет, который сделает вас очень счастливым, когда вы его возьмете в руки. Наконец, у вас будет все необходимое, чтобы благословить свою семью и поделиться с нуждающимися. Вы насладитесь обильным хлебом, здоровьем, силой и миром. Но чтобы получить эти благословения, вы должны проявить веру. Не сомневайся, не отводи взгляд, не прячь лицо в темноте. Я говорю вам, я был бы признателен, если бы вы могли прийти. Я хочу ответить на ваши молитвы и защитить вас и вашу семью от всех проклятий и болезней. Я не хочу ничего у тебя отнимать, но если и хочу, то хочу подарить тебе что-то хорошее. Вы опережаете свое время, важное и важное. Ты очень изменился. Ты уже не тот человек, которым был вчера. Теперь вы готовы принимать решения с уверенностью. Игнорируйте советы избирателей. Не пытайтесь угодить всем. Большинство людей не хотят, чтобы вы добились успеха. Говоря о шагах, которые вам следует предпринять, они пытаются заставить вас почувствовать себя потерянным или уставшим. Но это не так, потому что я с тобой. Ты идешь решительно, проявляешь веру, и я буду идти с тобой, пока дверь не откроется. Любой может видеть, что то, что вас беспокоит, может превратиться в великое благословение. Но я надеюсь, что вы хорошо о них позаботитесь, используете их с умом и превратите в источник большой признательности. В конечном итоге вы и ваша семья поможете сделать мир лучше. Поощряйте своего ребенка посредством образования. Его талант и мудрость способны изменить семью и целую страну.
Герои и лидеры завтрашнего дня растут у вас дома. Оглядываясь назад, я понимаю, что это, наверное, языковый инструмент, которым я пользуюсь чаще всего. Но это произойдет только в том случае, если вы будете уважать меня в своем доме, и это увидят ваши дети. Вы хотите, чтобы ваши отношения и действия отражали ваши убеждения. Не думайте, что вы родились таким, и никто не сможет это изменить. Для меня нет ничего невозможного. Даже жестокое сердце может быть парой. Люди смеются, как дети. Я воспламеню уста того, кто проклинает меня, но теперь слова его как мед. Тогда я смогу изменить тебя и показать твоей семье свою истинную силу. Если мир против тебя из-за твоей веры, меня уже нет в живых и ничего не могу сделать. Но да, верь, что и для тебя моя слава явится в твоем доме. Твои соседи увидят мой свет ночью, и ангелы будут сиять в каждом уголке твоего дома. Люди поражаются удивительным вещам, происходящим в их домах. Многие придут, и вы возложите на них руки в ответ на их молитвы. Я бужу пациентов, решаю проблемы и залечиваю раны. Хорошее духовное исцеление начинается с семьи. Мы живем в последние дни, и многие проповедуют. Они хотели знать секрет моего роста, но их сердце не желали меня. Тем, кто верит в меня всем сердцем, тем, кто без колебаний отдал мне свою душу, тем, кто сдержал мое слово, тем, кто отдал свою жизнь за это послание и его жертву. Проявите любовь. Вся ее жизнь посвящена близким людям. Это мощное послание, которое я посылаю вам прямо сейчас. Помните, что вы слышали. Этот день обязательно наступит. Проснись и посмотри на небо. Я использую твою жизнь, чтобы принести свою славу в далекие страны. Вы услышите слова, которые никогда не произносились ни в одной другой стране, но я приду к вам, и мой Святой Дух откроется через вас и вашу семью. Начинается духовная трансформация. Сегодня в вашей жизни произойдет чудо, ваше финансовое положение изменится, и в вашем сердце засияет любовь. Я понимаю, что перед вами стоит множество препятствий, и я понимаю ваши трудности и разочарования. Ты трогаешь меня, как мои слезы. Я хочу, чтобы ты понял, что я пострадал и пролил свою кровь за тебя на кресте, чтобы ты смог обрести великое спасение и радость, даже если к этому будут примешаны твои горькие слезы. Не будет наказания для тех, кто отвернется от меня, тех, кто раскается в своем нечестии, тех, кто отвернется от старых грехов и проживет новую жизнь со мной. Избегайте негативных мыслей и ложных отношений. Наконец, поделитесь этим сообщением со своими друзьями и близкими, чтобы они могли извлечь из этого сообщения пользу и почувствовать себя увереннее. С помощью этого ролика мы будем распространять надежду и веру. Ты мой, и я пришел не наказать тебя за твои грехи. Все ваши грехи будут смыты. Ты божественен в моих глазах. Майра, ты перед ним. Вы были очень застенчивы и расстроены, и все пошло не так, как планировалось, поэтому вы приняли неверное решение. Пожалуйста, не волнуйся. Понятно. Я здесь не для того, чтобы наказывать тебя или отнимать мою любовь. Не вините себя за то, что произошло. Я знаю, что у тебя есть проблемы, и иногда я боюсь совершать одни и те же ошибки снова и снова, но ты должен научиться доверять мне.
Я очень беден. Останови мои руки, я буду защищать тебя день и ночь. Я защищу тебя, направлю твои шаги и не стану у тебя на пути. Мы должны научиться расслабляться и проявлять веру. Как бы мала ни была ваша вера, она подобна семени чуда. Не будьте слишком строги к себе. Меня всегда будут уважать, но куда бы я ни пошел, я столкнусь с противодействием. Всегда найдется кто-то, кто бросит вам вызов и будет сражаться вместе с вами. Но помни, не бойтесь их. Они поддерживают бесконечность, но это не так. Хотя они полны греха, они кажутся добрыми. Вы мои сын и дочь. Я твой опекун, поэтому никто не может возражать. Вы не единственный атеист, которого вы придумали в своей голове. Я вечный Бог, всемогущий, верховный Бог. Моя любовь реальна, и я показал тебе все, что могу для тебя сделать. Не грустите, не плачьте, не угрожайте и не лгите. Я буду с тобой и защищу тебя от зла, разрушения, бедности, смерти и болезней. Поэтому, пожалуйста, послушайте. Пожалуйста, введите мои благословения. Пожалуйста, скажи мне и поверь мне. Я люблю тебя, слышу твои молитвы, принимаю твои просьбы и знаю, чего хочет твое сердце. Твой звонок стучится в мою дверь, и мои действия меняют тебя. Я не оставлю тебя одну. Я не похож на тех людей, которые всю жизнь беспокоятся о тебе. Ваше доброе сердце считает, что ваши пустые обещания – ложь. Ваша смелость и уверенность уменьшатся. Люди говорят обо мне, но ты больше не хочешь в это верить. Чтобы попасть в твои мечты, мне нужно зайти в твой угол, а ты должен меня послушать. Я вижу, как ты плачешь от боли, когда засыпаешь. Твоя душа идет по темному пути своего прошлого, боясь повторить позор, который тебя погубит. Но солнце взошло. Если вы откроете глаза сегодня, вы увидите новое видение веры. Теперь вы знаете, что никто в мире не сможет вам помочь. У меня есть доброта, терпение, любовь и прощение, чтобы питать и спасать вас. Не бойтесь снова встать. Ни одна книга не может объяснить боль прошлого. Твои грехи прощены, но я не помню. С сегодняшнего дня я посылаю тебе много любви, добра и света, весело гулять по зеленым полям, полным цветов. Я хочу дать тебе новую жизнь и принять тебя. Я не прошу ничего большего. Отдай мне свое сердце и пообещай мне свою уверенность. Все, что я делаю для тебя, для твоего счастья. Я не дам вам черных денег. Вы здесь не для того, чтобы зарабатывать деньги. Я могу дать вам любовь, мир, мудрость, милосердие и прощение. Во-первых, я хочу подтвердить, что я искренен и действительно люблю тебя навсегда. Я хочу, чтобы вы знали, что в мире есть ложь и обман, но для тех, кто следует за мной, есть спасение, есть жизнь, есть боль и страдания, но есть мир и новые возможности для тех, кто принимает мою любовь. С сегодняшнего дня мы будем ходить вместе. Я слышу твои молитвы. Я очень тебя люблю и подарю тебе то чудо, которого ты желаешь. Если вы читаете или слушаете это, я надеюсь, что ваша вера жива и здорова. Кто скажет нет? Не тратьте время на ерунду и сплетни. Вы мой сын и дочь.
ты открываешь мое сердце, любишь меня и звонишь мне каждый день. Я дал тебе все чистое, доброе и прекрасное. Вы достигаете своей мечты, основанной на реальности и совершенстве. Следуйте за тем, чего вы хотите достичь, уверенно и не оглядываясь назад, и усердно работайте для достижения этой цели. Никогда не поздно. Вы никогда не бываете слишком старыми. Если вы еще не готовы, не волнуйтесь. Я поощряю и обучаю всех, кто хочет это сделать. Я использую свой голос, чтобы звать тех, кто хочет мне служить. Знайте, что вы пришли на эту землю, чтобы изменить жизнь других к лучшему. Доброта и любовь, которыми вы поделились, будут продолжать возвращаться к вам. Будьте светом надежды для окружающих. Ваш пример может вдохновить и изменить жизнь. Помните, что вы никогда не бываете достаточно хороши. Я люблю тебя навсегда, ничто не сможет тебя разлучить. Я с тобой в счастливые и грустные времена, в удачах и неудачах, я люблю тебя и забочусь о тебе. Поверьте мне, вы можете добиться того, чего хотите. Ибо я знаю планы, которые у меня есть для вас, планы на ваше будущее, а также надежду и мир, которые я имею для вас, говорит Господь. Иеремия 29. Это мощное обещание для народа Божьего. Во времена неудач пророк Иеремия открыл, что у Бога есть план добра, а не зла. Этот стих напоминает нам, что даже в трудные времена Бог открывает путь к миру и процветанию. Мы должны верить в Божий план и его исполнение. Сегодня я хочу обратиться прямо к вашему сердцу и передать вам послание надежды и веры. Распечатайте 3030. Когда вы окажетесь в беде, помните, что Бог всегда вас спасет. Не бойтесь темноты. Это тоже пройдет. Это лишь вопрос времени, когда дела пойдут лучше. Теперь кто-то из вашей семьи, возможно, один из ваших детей, находится в опасности. Я серьезно. Плохие вещи могут случиться, если вы не будете осторожны. У вас есть шанс спасти их и пережить надвигающуюся бурю. Слушайте окружающих и слушайте себя. В противном случае вы попадете в ловушку. У вас есть кто-то, кого вы любите, и который действительно заботится о вас. Это бремя необходимо снять до того, как произойдет травма. Тот, кому вы доверяете, может восстать против вас и вызвать большие беспорядки. Враг использует вашу работу, чтобы внести конфликт и боль в вашу жизнь. Это произойдет, если вы не будете осторожны. Модель 6060 означает борьбу, победу и никогда не сдаваться. У Бога на тебя великие планы. Однако следует избегать плохих последствий. Враг пытается внести болезнь в вашу жизнь через грех. Чтобы этого избежать, необходимо внимательно следить за этими сообщениями. Бог откроет твои глаза и услышит твой голос как своего ребенка. И если вы этого не сделаете, вам придется заплатить огромную комиссию. Бог хочет помочь вам избежать дальнейших страданий и достичь окончательного спасения. Бог хочет разрушить ограничения, ограничивающие вашу жизнь и жизнь ваших детей, и разрушить планы сатаны. Враг готовит вам великую скорбь. Для вашей собственной безопасности немедленно следуйте этим инструкциям. Тогда Бог отменит этот план
и не позволит прошлому вмешиваться в ваше будущее. Так молитесь Богу, чтобы ваша жизнь была здоровой и чтобы шторм не потопил ваш корабль. Вы откажетесь от эгоистических желаний и будете вести здоровый образ жизни. Ангел предупреждает вас, что кто-то из вашей семьи застрял в порочном круге. Как брат, ты должен защитить его от этого. Бог открывает вам, кто он, чтобы вы не обманули его. Будьте последовательны, и вы сможете избежать огромных финансовых потерь в течение нескольких часов. Тип 7070 призывает всех быть занятыми и отдавать своих ложных друзей Богу. Все ваши сомнения исчезнут, а ваше сердце наполнится уверенностью и счастьем. Бог сказал вам, что в вашей жизни будут испытания, и сегодня Он сделает великое заявление. Это просветит ваш разум и даст вам понять, что некоторые люди не вписываются в ваше окружение. Будьте смелыми и попытайтесь вызвать катастрофу в своей жизни. Не попадайтесь в их ловушку, так как вы можете получить много денег. Некоторые люди хотят избавить вас от боли. Этот человек важен в вашей жизни, но вам нужно отпустить его, чтобы избежать более серьезных проблем. Освободите себя, чтобы ангелы могли защитить вас и разорвать цепи греха. Чем больше человек освобождается от бремени этого мира, тем более мирным и гармоничным он будет. Наслаждайтесь жизнью в полной мере и держитесь подальше от врагов. Мы хотим, чтобы вы знали, что ваша вера – это ключ к открытию и преобразованию вашей жизни. Если вы попросите с верой и сильным сердцем, я всегда вас выслушаю. Молитвы, которые действительно исходят из души, настолько глубоки, что могут свернуть горы. В трудные времена мы можем чувствовать себя одинокими, или наши молитвы могут остаться без ответа. Но я могу обещать тебе, что буду с тобой и прислушаюсь к каждому твоему слову, каждому вздоху и каждой слезе. Моя любовь к тебе бесконечна. Когда вы молитесь с верой, вы напрямую связаны со мной. Вы определенно открыли сеть связи с небесами. Я принимаю ваши молитвы и работаю за кулисами, чтобы дать вам ответы, которые вам нужны. Иногда ответы приходят не так, как вы ожидаете или хотите, но они всегда приходят в нужное время и таким образом, который лучше всего подходит для вас. Очень важно верить в свой духовный путь. Тогда вы сможете увидеть нечто большее, чем ваша текущая ситуация, и поверить в мой план для вашей жизни. Вера дает нам силы двигаться вперед, даже когда возникают препятствия. Он поддержит вас и проведет вас в трудные времена. Несмотря на ваши прошлые ошибки, я верю в свою смерть и воскресение, ваши грехи будут прощены, и я дам вам шанс добиться великих и важных дел. Еще один прекрасный способ сделать что-то новое в своей жизни. Я благословляю тебя как главу своей семьи. Я заставлю замолчать тех, кто ненавидит тебя, и покажу им свое богатство и свою любовь к тебе. Не слушайте людей, которые говорят, что вы никчемны. Я твой Бог, который защитит тебя и увенчает тебя благодатью и милостью. Я вдыхаю жизнь в твои усталые кости и с каждым вздохом показываю тебе, как сильно я тебя люблю. Ты должен довериться мне и принять мои недостатки. От этого зависит ваша вечная жизнь, ваше счастье и все ваши благословения. Не переставай говорить мне, что ты любишь меня и доверяешь мне.
что бы ни случилось, я всегда буду рядом с тобой. Ты мне нравишься. Итак, сегодня я вернулся, чтобы сказать вам это. Я вижу, что ваша вера сильна, непоколебима и пылка. Ты снова увидишь меня, вырастешь и научишься верить и ожидать благословений, которые я дам тебе. Я собрал армию храбрых людей, которые хотят жить страстно и сражаться, которые хотят делиться любовью и полной решимости обновиться и измениться с головы до ног. Вы один из избранных воинов, но будьте осторожны с тем, что слышите и видите. Прежде чем я буду говорить, я хочу, чтобы вы были впитаны моим Святым Духом, чтобы вы могли читать, слушать, говорить, писать и петь. Надеюсь, ты научишься водить машину. Я даю вам много благословений, но вы должны дорожить ими. Если ты не чувствуешь себя важным и контролирующим ситуацию, я не поведу тебя туда. Я благословляю тебя не причинять никому вреда, пока ты остаешься смиренным. Не поднимайте руку и не говорите на своем языке против тех, кто любит вас, помогает вам и дает вам работу, необходимую для выживания. Я здесь, чтобы направлять вас и помогать вам создать процветающий образ жизни для себя, своей семьи и окружающих. Я выбрал тебя, чтобы ты приносил плоды и пошел, куда бы я ни послал тебя, и пусть твой дом наполнится счастьем и радостью. Я здесь, чтобы поговорить с тобой как с другом. Если вы хотите изменить свою жизнь, вы должны решить послушаться меня и следовать за мной. Если вы начнете что-то новое и послушаетесь меня, у вас обязательно все получится. Я выбрал тебя воином, который приведет мою семью к победе. И во всех твоих победах мое присутствие будет с тобой от славы в славе, хвалы и еще раз славы. Это все в твоем доме. Я люблю чемпиона. Я благословляю тебя. Я не виноват, что выбрал тебя. Я знаю, что делаю, потому что хочу, чтобы ты знал, как сильно я тебя люблю. Я хотел бы сказать вам кое-что важное. Пожалуйста, выслушайте меня и не игнорируйте это сообщение. Слушай каждое слово, которое я тебе говорю, и говори то, что я хочу тебе сказать. Я пришел сюда, чтобы сказать, что никогда не перестану каждый день напоминать тебе, как сильно я тебя люблю. Найдите милые и красивые способы показать, что вы всегда окружены великой любовью, защищены и благословлены. Мое мнение не изменилось. Завет любви между тобой и мной скреплен моей кровью и пред моим Святым Духом, который обитает в твоем сердце и разрушает чистоту твоей души, как ветер. В самых глубоких глубинах каждого болезненного воспоминания. Оно наполняет вас покоем и исцелением. Найдите божественную силу и мир, чтобы укрепить свои ноги, исцелиться, бороться за свою жизнь и подарить любовь и время своей семье. Эта великая сила, которую я даю тебе, окутана бесконечной любовью. Я пришел спасти тебя и дать тебе чудесное и особенное место на небесах. Однажды ты будешь со мной, но после того, как ты покинешь этот мир, я хочу каждую ночь закрывать глаза и вспоминать слова, которые я плакала для тебя. Сядьте удобно на подушку, отпустите страх и достаньте это божественное масло, чтобы исцелить тело и душу. Я сплю спокойно и просыпаюсь утром взволнованным, не беспокоясь. Я буду продолжать усердно работать. Каждый раз, когда я люблю тебя, я должен сказать тебе спасибо, спасибо.
Я проложил путь для всех вас и многое сделал, чтобы ситуация стала лучше. Пусть ваша семья будет счастлива, пусть ваши дети растут в осознании того, что в вашем доме нет желаний и нет чувства вины. Пусть все тревоги уйдут из вашей души. Надеюсь, они исчезнут. Послушай меня и почувствуй это. Ты прекрасен и волшебен, и я буду любить тебя вечно. Да, вы можете пользоваться всеми преимуществами, которые я приготовил для вас. Послушай меня и подумай сам. Просто скажи, что я люблю тебя, и все будет хорошо. Ваше будущее написано еще до вашего рождения. У тебя в руках прекрасные мысли и мечты, а в сердце любимые молитвы. Все это написано в моей книге. Я ничего не забыл. Я хотел бы благословить вас и открыть вам двери для роста знаний, веры, смирения и терпения. Вы моя дочь и сын. Я посадил тебя там, где ты будешь расти и приносить плоды. У меня в руке открытка. Это мои священные и сильные слова. Учитесь уверенно и энергично. Пожалуйста, имейте это в виду. Мои мысли не изменились с течением времени. Если ты веришь, что твои грехи прощены, если ты готов забыть свои грехи и похоронить их, и если ты примешь мои слова великой любви Божией, я не подведу тебя и не оставлю тебя. Без вас все ваши обещания будут выполнены. Поверьте мне. Поток жизни потечет из вашей души. Поверьте мне. У вас есть смелость и сила, чтобы победить силы зла. Надеюсь, у вас все сегодня хорошо. Но начиная с завтрашнего дня, каждый день недели и месяца будьте со мной, слушайте меня, разговаривайте со мной, рассказывайте мне о своих потребностях и даруйте мне свой успех. Давайте вместе спланируем ваши желания. Создайте карту, чтобы воплотить свои мечты в реальность. Пожалуйста, не напрягайте себя. Тогда все становится сложнее, и вы злитесь. Ты живешь в страхе, что я тебя накажу или разозлю за твои ошибки и ошибки. Но ты моя дочь, мое драгоценное дитя. Я молюсь, чтобы вы никогда не забывали эти истины, которые я сказал вашему сердцу: прощение, сила кровопролития и истина, которая внутри меня, мир, исцеление и вечность. Жизнь снова пробуждается. С сегодняшнего дня у вас будет беспрецедентная уверенность, адекватная защита, любовь и привязанность. Ты приходишь послушать меня каждый день, приходишь поговорить со мной обо всем, и каждое утро просыпаешься с верой, миром и покоем в своем сердце. Пожалуйста, скажи мне, пожалуйста, поверь мне. Выйдите из этой ситуации и скажите всем, что я с вами. Ваша эволюция началась, и никто не сможет ее остановить. Получите ответы прямо сейчас. Ваши потребности будут удовлетворены, ваше здоровье восстановится, а ваши близкие вернутся в вашу жизнь. Давайте будем счастливы с сегодняшнего дня. Вскоре люди и семья начнут вас искать. Я надеюсь увидеть ваше счастливое и свежее лицо, посмеяться вместе с вами, ободрить вас и увидеть благословения, которые я вам даю. Вот почему. Я не буду лгать, и мои слова будут правдой. Всегда помните об этом. Тогда ваш разум не будет наполнен заботами и тревогами. Я вытерплю твою боль. Теперь это шанс. Наступают счастливые дни и счастливые времена.
Пожалуйста, посчитайте всех. Не бойся, дитя. Поверьте мне. Сегодня я говорю с вами как с вашим Богом. Пожалуйста, имейте это в виду. Когда я слышу ваши молитвы, я вижу ваше смиренное сердце, сидящее на моем троне. Ваши молитвы будут услышаны, и дверь к моей любви откроется. Посылаю вам свою любовь и пожелания, мира и любви вам. Мое существование простое и безопасное, со смирением и преданностью святому имени. Всегда помни, что ты можешь поверить в мою силу и правду. Я тебе не позволю, не волнуйся. Я никогда не забуду тебя, сколько бы лет ни прошло. Когда я пострадал на кресте и пролил за тебя свою кровь, ты никогда не забудешь, насколько ты был слаб, насколько ты был болен, когда ты нападал на своих врагов и проблемы. Я всегда с тобой, этот день настал, и ты получишь то, чего так долго ждал. Не нужно ни слез, ни стресса ни дома, ни в жизни. Безопасно и весело. Я хотел бы попросить о примирении. Приходите каждое утро и слушайте меня. Эти слова коснутся вашего сердца, дадут вам стабильность и покой, а также освежат ваш разум. Я хочу с этого момента встретиться с тобой дома. Пусть ваша семья будет наполнена гармонией, любовью, лаской и счастьем. Я люблю тебя и хочу в тебя верить. Чем сложнее задача, тем выше вероятность успеха. Все страдания и боль, которые вы пережили, не напрасны. Именно поэтому я посылаю вам это послание, чтобы вы не отчаивались даже в трудных ситуациях. Я надеюсь, что эти слова любви и безграничной преданности, которые я посылаю тебе, сделают тебя счастливым. Вы не одиноки на этой земле. Я посадила дочку любимого сына. Цель – расти и приносить плоды. На каждой странице моих слов нарисована мною карта счастливой и радостной жизни. Не бойтесь смотреть вперед. В моей любви и силе вы найдете силы преодолеть любые препятствия на своем пути. Когда вы столкнулись с личной ошибкой или неудачной ситуацией, скажите: «Мое прошлое – это прошлое». Скажите: «Я хочу вечной жизни, поэтому мне не стыдно говорить с уверенностью». Желаю вам хорошей жизни и нормальных реакций. Когда вы столкнетесь с невозможным, помните, что мои слова направят вас мудростью и знаниями. Открытие Библии – это не акт поклонения, а мое присутствие и учение, записанное в каждом слове. Не бойтесь приходить ко мне со своими вопросами и страхами. Я здесь, чтобы показать вам неизменную любовь и реальность, которые существуют во всем. В моих руках твои хлопоты станут легче и спокойнее. Я хочу наполнить вас радостью, потому что я написал вашу историю с любовью и целеустремленностью еще до вашего рождения. Никакая опасность не придет к тебе без моего разрешения, ни одно искушение не придет без моего руководства. Сегодня я приглашаю вас более ясно ощутить мою любовь в этом мире. Встаньте в центр своих повседневных забот и проблем и почувствуйте мое присутствие вокруг себя. Потому что ты всегда будешь для меня особенным. Как всегда, мои чувства к тебе остаются прежними. Я никогда не оставлю тебя и не покину тебя, потому что я люблю тебя вне времени и обстоятельств. Если вы решите поверить в меня и принять прощение, которое я предлагаю, каждое живое слово моего слова будет отражено в вашей жизни.
Если вы по-настоящему верите, токи жизни потекут через вас, ваши обстоятельства изменятся, и вы наполнитесь мужеством победить силы зла. Поверьте мне, я проявляю доброту и силу каждый день. Присоединяйтесь ко мне с утра до вечера, пока мы создаем план реализации ваших самых сокровенных мечтаний. Не оказывайте на себя слишком сильное давление. Вы увидите передо мной мир и восстановление. Моя любовь основана не на ваших нуждах, а на моем высочайшем милосердии, моем милосердии простить вас, исправить вас, внести мир и жизнь в вашу жизнь. Я дарю вам обновленную веру, непоколебимую преданность и любовь. Знай, что я твое прибежище и моя сила, и я готов услышать твои радости и твои заботы. Уверенность – это не просто вариант. Это путь к полноценной и продуктивной жизни. Не бойтесь делиться своими убеждениями с другими, потому что в вашем свидетельстве они обретут новую надежду и веру. Ваши молитвы не услышаны. Мои благословения будут излиты на вас в изобилии, и мои благословения покроют вас смирением и верностью, когда вы будете призывать мое имя всем своим сердцем. Всегда помни, что во мне ты найдешь надежду и силу для преодоления всех трудностей. Моя преданность вечна, и моя вера передается из поколения в поколение. Причина, по которой я пролил свою кровь на кресте, дать вам больше жизни и исцеления. Не бойтесь прийти ко мне, когда вы слабы и нуждаетесь во мне, чтобы подбодрить вас и ободрить своей самоотверженной любовью. В каждой трудности, с которой вы сталкиваетесь, даже в вашей слабости, помните, что мое милосердие достаточно, энергично и полно. Я буду с вами сегодня, завтра и навсегда, ведя вас к идеальной жизни, приготовленной для вас еще до рождения мира. Возвращайтесь каждое утро к моему присутствию и руководству моего слова. Я твой стойкий Бог, твой верный сторонник и защитник. Даже несмотря на свои страхи и трудности, доверяйте моему миру и обещанию более богатой, более яркой и лучшей жизни. Я люблю тебя больше, чем страх и опасность. Поверьте мне, и пусть все, что я обещаю, сбудется в вашей жизни. Проблема, с которой вы столкнулись, будет решена. Благословение, которого вы так долго ждали, приближается. Спасибо за вашу помощь до сих пор. Я забочусь о тебе. Ты никогда не одинок. Мое обещание скоро будет выполнено. Слова мужества и силы, которые я говорю вам, сбудутся. Моя любовь, пожалуйста, не сдавайся сейчас. Потому что ты выигрываешь. Проблема с энергопотреблением решена. Бедность исчезнет, и все болезни будут излечены. Из этой серии вопросов и задач появится что-то чудесное, что наполнит вас радостью. Ваши отношения со многими другими людьми улучшатся, и вы сможете отпраздновать это благословение со своей семьей. Самое главное – ваша преданность и терпение в молитве. Я хочу, чтобы вы очистили свой разум от негативных эмоций, которые сбивают вас с толку, заставляют сомневаться в моих словах и заставляют забыть о своей ценности и цели. Не обращайте внимания на друзей, которые пытаются убедить вас, что вы глупы. Многие люди пытаются выглядеть уверенно, улыбаясь, но их намерения неблагие. Прежде всего, я хотел бы вам сказать, что вы не должны впадать в иррациональность.
Ты чудесное животное, я скажу это 1000 раз, моя любовь никогда не покинет тебя. Но я люблю тебя больше, чем когда-либо. Много благословений вам. Проблема, с которой вы столкнулись сейчас, скоро разрешится. Грех заканчивается. Будьте сильны в своей вере. Пусть ваша семья будет наполнена гармонией и дружбой. Все, что я потерял, будет восстановлено, и моя милость и благословения будут приняты. Я хочу, чтобы все это знали. Тогда те, кто высмеивает вашу веру, узнают, что ваш Небесный Отец искренне любит вас. Мы ответим на ваши опасения. Если что-то пойдет не так, я встану. Я помогу тебе, если я тебе понадоблюсь. Мы выражаем нашу непоколебимую поддержку вам, вашей семье и вашим детям. Любимый, не бойся. Я на твоей стороне. Я лучшее лекарство от всех твоих печалей. Я сожгу твое тело огнем и пожру твою душу пылающим мечом. Пребывание в моем слове и в моем присутствии требует веры, доверия, послушания, терпения, настойчивости и решимости. Пожалуйста, выслушайте мою просьбу, поверьте ей и проявите терпение. Не беспокойся о завтрашнем дне. Все, что вам нужно сделать, это спросить меня, выслушать меня и предоставить все мне. Я ваш Отец и ваш Бог. Не позволяйте времени, которое вы тратите каждый день, взять над вами верх. Если ты перестанешь доверять мне и беспокоиться обо мне, в твоей душе появится печаль, в твоем теле будет болезнь, и моя любовь ослабнет. Иногда я устаю и не знаю, что делать. Я знаю, что тебе грустно, но я здесь не для того, чтобы тебя критиковать. Всегда напоминай мне, что я люблю тебя. Я приготовил для тебя прекрасный стол в присутствии твоих врагов. Мы призываем вас познакомиться со своей семьей и друзьями. Он перенесет вас во многие места, которые вы никогда раньше не видели. Многие знают меня по вашим репортажам и письмам. Вы вступаете в Новый год, полный чудес и чудесных событий. Вы найдете много замечательных занятий со своими близкими. Мне нужно подготовиться к новой жизни. Пусть ваше будущее будет благословлено миром и смирением. Не забывайте тех, кто защищает ваше сердце и благословляет вас. Пожалуйста, найдите минутку и ищите моего присутствия каждый день. Подготовьте свою душу. Будьте готовы повеселиться. Ты мне нравишься. Скажи мне честно, что ты мне доверяешь. Подойди ко мне, возьми меня за руку, поцелуй в губы и сдержи свое слово. Дай мне то, что я прошу у тебя сегодня. Твое смирение, глаза ищущих меня, ноги идущих со мной. Успех ближе, чем вы думаете. Ваша душа будет рада видеть свободу в ваших руках. Вы будете поражены тем, что я могу сделать через вас. Я с вами и буду сопровождать вас на каждом этапе пути с терпением и пониманием. Я не могу решить все проблемы в вашей жизни в одночасье, но у меня есть сила изменить мир и изменить вашу ситуацию так, как вы хотите. Не беспокойтесь о том, что произойдет. Пусть мои пожелания всегда будут с тобой, и пусть мои слова никогда тебя не подведут. Я посылаю тебя сегодня, чтобы изменить свою жизнь. Откройте глаза и поприветствуйте новый день. Признавайте хорошие вещи, которые вы видите.
Пожми мне руку, идя по пустынным долинам, и скажи своим врагам, что ты не один, ибо небо с тобой, твой Отец. Оно скоро появится. Я жду тебя. Если вы чувствуете, что пришло время начать, не медлите. Сделай это со мной, и ты тоже пойдешь со мной и насладишься моей бесконечной любовью. Говори, пиши, призывай любовь. Надеюсь, вы такие же скромные и простые, как и я. Сейчас настало время встать, оправиться от своих прошлых грехов и продолжать стоять за свою веру. Вместо того, чтобы склонять голову, поднимите глаза и приготовьтесь насладиться предстоящими благословениями. Ваш Небесный Отец избрал меня своим преемником. Вы найдете в себе силы, необходимые для того, чтобы сосредоточиться на моем послании, ускорить свой рост и использовать свою силу, чтобы принести радость тем, кого вы любите. Вокруг вас много людей и в хорошие, и в плохие времена. Если кому-то нужна помощь, вы можете помочь ему. Мы считаем вас благословением для нашего сообщества и примером уважения и честности. Поскольку вы добры, к концу недели вас ждут хорошие дела. Спасибо, что выслушали это сообщение. На экране видео появится значок. Ваш опыт определит, какое Слово Божье вы получите в следующий раз. Спасибо, что вы здесь. Мы особенно просим вас поделиться этим видео со своими друзьями, семьей или 3 группами WhatsApp, чтобы Слово Божье могло достичь тех, кто в нем нуждается. Будь осторожен.